Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции «Науки юноши питают». Я Алексей Фигур, ученик 9 класса Сланской школы имени Георгия Прокопьевича Башарина. Представляю вам доклад на тему «Гордимся славою воинов-односельчан». Цель. Проследить боевые дороги воинов-односельчан, показать их подвиги, используя информационные технологии. Задачи. Систематизировать периоды Великой Отечественной войны, ознакомиться с материалами школьного музея, исследовать архивные документы ветерана войны и педагогического труда, почетного гражданина Терпчинского улуса Ивана Михайловича Павлова, ознакомиться с научной литературой. Актуальность. Прошло более 75 лет со дня победы советских войск в Великой Отечественной войне. Молодое поколение должно как можно больше знать о героических подвигах воинов-земляков в этой войне. Это нужно, чтобы из поколения в поколение всегда помнили о воинах и поклонялись их памяти. Новизна. Ознакомившись с периодом Великой Отечественной войны и воспоминаниями воинов-односельчан, мы проследили их боевые дороги. Мы уточнили список воинов-односельчан, участвовавших в крупнейших битвах по периодам Великой Отечественной войны. Для этого мы ознакомились с архивными документами Ивана Михайловича Павлова. Он многие годы собирал данные в центральных архивах России об участниках войны Черчинского улуса. Здесь по алфавиту можно узнать сведения, когда воин родился, когда призван на фронт, где воевал, награды, ранения, об увольнении с армии или смерти. Вот некоторые данные. Как видно из архивных и музейных документов, за годы Великой Отечественной войны из Сланского наследия на фронт было призвано 241 человек. Из них не вернулись с поля боя 113. За мужество и героизм в крупнейших битвах Великой Отечественной войны 13 воинов-односельчан были награждены боевыми орденами и 20 воинов боевыми медалями. Участники первого периода Великой Отечественной войны. Беляев Михаил Георгиевич, Местников Роман Иннокентьевич, Старостина Анастасия Тихоновна, участница блокады Ленинград. Обороняли Ленинград 8 воинов. Они участвовали в оборонительных боях под Москвой. Дисковский Афанасий Николаевич, Дисковский Егор Абрамович, Макаров Михаил Петрович. На этом слайде список защитников Москвы. Всего 17 воинов. Второй период. Период коренного перелома в войне. Они участвовали в боях под Сталинградом. Вот они. Из работы ученого-историка Дмитрия Дмитриевича Петрова «Якутяне в Великой Отечественной войне». Это было 19 октября 1942 года под Сталинградом. Бойцы 7-й роты шли в атаку, выполняя приказ под номером 227 «Ни шагу назад». В их рядах участник 2 войн Макаров Трофим Николаевич в числе первых ворвался в окопы немцев и уничтожил 6 автоматчиков, тем самым дал возможность продвигаться вперед своему подразделению. За проявленный подвиг рядовой Макаров приказом командования награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Участники Курской битвы. Соловьев Петр Михайлович, Макаров Степан Кузьмич, Монастырев Иван Дмитриевич. Как видно из архивных документов, орденом славы за славные подвиги награждены 3 воинов-односельчан. Из них Старостин Дмитрий Константинович, участвуя в боях за освобождение Украины 1943 года в составе 8-й роты разведчиков, огнем из оружия сбил вражеский самолет. За совершенный подвиг награжден орденом славы 3-й степени. Участвуя в ожесточенных боях Курско-Орловской битвы, был тяжело ранен. Участники боев на озере Ильмень. 15 воинов. Третий период. Участие воинов-односельчан в изгнании фашистских захватчиков с территории СССР. Из архивных документов Ивана Михайловича Павлова в наградном листе отмечается старшего сержанта-командира артиллерийского расчета Наговицына Егора Ивановича наградить орденом Отечественной войны 2-й степени от 3 октября 1945 года. Он, отражая контратаку танков и пехоты 30 января 1945 года в районе деревни Поршвиц, огнем из оружия уничтожил 2 бронетранспортера и до 30 гитлеровцев. 10 воинов
принимали участие в освобождении стран Европы. Участие воинов-односельчан в штурме Берлина. Попов Гаврил Иванович, Пудов Николай Николаевич. Они участвовали в войне против Японии. Всего 32 человека. На сайте «Память народа» мы уточнили некоторые данные и добавили фотографии воинов-односельчан. Вот, например, мы добавили здесь фотографии о Местникове Романе Иннокентьевиче. Уточнили дату рождения, например, здесь не указана его дата рождения. Боевой путь. Он начал под Ленинградом и дошел до самого Берлина. Заключение. Систематизированное участие в боях воинов-односельчан по периодам Великой Отечественной. Исследованы архивные документы Ивана Михайловича Павлова и научная литература. Начата кропотливая работа по вводу точных данных на сайтах Победы. Бессмертный подвиг защитников Отечества навсегда войдет в историю нашей Родины, как символ стойкости и героизма. Благодарю за внимание.